Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами снова программа News on Air и я Мария Кардашевская. Давайте начнем. В селе Майя Мегино-Кангаласского района семья Карповых выхаживает лебедя. Это детеныш, которого неравнодушные жители спасли от вороны и сразу привезли к Ирине Титовне, которая уже давно занимается птицеводством. Самое удивительное то, что он совсем не боится человека, не убегает. Сегодня попробовали его выпустить, но он только бегает, не смог взлететь. Вчера думали оставить его ночевать с гусями. Но вечером резко похолодало, поэтому завели его в коровник. А то и так обессиленный, пока аппетита совсем нет. Щиплет только травку, которую мы ему постелили. Но в целом визуально он выглядит здоровым, ран нет. О найденыше уже сообщили соответствующим органам, и в скором времени он отправится жить в зоопарк Орто-Дойду. А теперь хочу показать вам видео, которое специально для нашей программы сделали наши усть-алданские коллеги о том, как правильно растопить камелек. Якутия получит более 80 миллионов на создание школ креативных индустрий. Они откроются при Якутском художественном училище и колледже культуры и искусств. О том, чему там будут учить детей, узнавала Светлана Аммосова. Школа креативных индустрий – это площадка для создания уникального продукта, который в конечном счете может стать визитной карточкой как региона, так и страны в целом. Якутия стала 6-м субъектом, где будет открыто творческое пространство для молодежи. Заявки на получение средств сформировало Министерство культуры и духовного развития Якутии. Из 3 сформированных победили 2, в том числе и художественное училище. Большая коллективная тяжелая работа. Первые дни мы почти там работали до ночи. После меня еще некоторые ребята тоже работали. Конечно, рады были. Мы хотели и так что-то вот такое создать. Школу для детей. За счет федеральных средств в размере 45 миллионов рублей будут переоборудованы кабинеты и оснащены современным оборудованием. Здесь на базе художественного училища будет открыто 3 студии – анимации, 3D-графики, фотографии, видеопроизводства и дизайна. Всего планируется охватить не менее 90 школьников. В училище студии разместятся на 1-м этаже. В целом проект рассчитан на детей от 12 до 17 лет. Основой обучения детей будет проектная деятельность с привлечением представителей конкретных творческих профессий. Школа сама будет работать. Мы рассчитываем, если все это закупим оборудование. Сумма очень большая, ответственная. Мы должны 30 компьютеров, 30 ребят купить, и это сеть, серверы купить, и это все в российскую систему войти. Мы будем вообще другими школами уже контактировать и онлайн обмен опытом и так далее. Вот очень интересно будет учиться, да. Отбор будет проходить на конкурсной основе. Традиционные вступительные экзамены художественное училище планирует организовать в июне следующего года и сентября начать обучение. Светлана Аммосова, Павел Пахомов, Якутск. И о спорте. Первые всероссийские соревнования по лыжному спорту стартовали в Алдане. Участвуют команды Белоруссии, Казахстана и 5 федеральных округов. Подробности в сюжете наших алданских коллег. На трассах Алданского биатлонно-спортивного комплекса стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Состязания такого масштаба знаменовали официальное открытие лыжного сезона 2022-2023.
Хочется поздравить Республику Саха с столетием, со дня образования, и также поздравить с тем, что именно эти соревнования открывают всероссийский сезон по лыжным гонкам 22-23 года. То есть еще нигде в мире даже нет соревнований на натуральном снегу в октябре, а у вас уже есть. Сильнейшие спортсмены традиционно открывают в Алдане всероссийский лыжный сезон. В первый день соревнований соперникам предстояла гонка свободным стилем. Дистанция для женщин составила 5 километров, для мужчин – 10. Первые гонки в наступившем сезоне стали массовыми. На старт вышли команды Казахстана и Белоруссии, а также сборные страны по лыжным гонкам и биатлону. Мы, по сути, получается, не только в России, да и, по сути, во всем мире первыми открываем лыжный сезон, да, можно сказать. Первые соревнования вот на снегу, поэтому состав очень сильный. Да, у нас здесь участвуют и олимпийские призеры, да, и чемпионы, призеры мира. Первые в наступающем сезоне соревнования предварил учебно-тренировочный период. Климатические условия Южной Якутии спортсмены находят оптимальными. И в этом году погода не подвела. В октябре сформировался устойчивый снежный покров. На сборы в Алданский лыжно-биатлонный комплекс прибыли порядка 200 человек. Это база подготовки любого лыжника, потому что одно дело тренироваться летом на лыжероллерах, бегом, совсем другое дело – это чувство снега, когда спортсмен вспоминает вот это, как стоять на лыжах, как скользить, как отталкиваться. Да, это огромное значение. Как вкатишься, так и поедешь. В 2022-м всероссийские соревнования проводятся после длительного перерыва. В последние 2 года ввиду сложной эпидобстановки масштабные соревнования не проходили. Перерыв был 2 года, мы не проводили эти соревнования ввиду с ограничениями, связанными с, все вы знаете, с ковидом. Всероссийские соревнования будут проходить в течение 2 дней. Завтра спортсменам предстоит помериться силами, мастерством и техникой в спринтерских гонках классическим стилем. Также в рамках соревнований проводятся официальные тренировки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Якутский боец смешанных боевых искусств Василий Сергеев стал серебряным призером всероссийского турнира по ММА «Кубок Минина» в Нижнем Новгороде. Воспитанник клуба «Уранхай» провел 4 боя, уступив лишь в финале действующему чемпиону по панкратиону России Шамилю Бадрудинову. Этот результат позволил Василию выполнить норматив мастера спорта Российской Федерации по ММА. Чурапчинец заявил о себе на первенстве и чемпионате Якутии по смешанным боевым единоборствам ММА в 2019 году. Примечательно, что перспективный боец изначально увлекался волейболом и якутскими прыжками. И, конечно же, по всей Якутии начинают открываться катки. На фотографиях каток, который сделали сами жители села Урюнхая Анабарского района. Они дружно расчистили снег всем селом. Там же организован и прокат коньков и тюбингов. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. До новых встреч!